На днях закончится 8-летняя эпопея с ремонтом Центра культуры в Рузаевке. На ремонт были потрачены гигантские деньги, и все-таки для того, чтобы его завершить, пришлось попросить денег у федералов. 26 августа в ДК посмотреть на итоги ремонта приехала замминистра культуры России, а с ней в Рио главы Мордовии Артем Сдунов. Гости восхищались новыми интерьерами, но было и кое-что, чего им не показали, а они не пожелали заметить. Так выглядел еще совсем недавно примыкающий к ДК спортзал имени Николая Агапова, выдающегося тренера. Спортзал, где росли мастера спорта и чемпионы, находится в полуразрушенном состоянии. Чтобы не нервировать высоких гостей, его закрыли красивым баннером, что очень раздражает рузаевцев, многие из которых занимались в этом спортзале сами, или туда ходили их дети. Например, Сергей Кириллов, когда был подростком, часто в нем занимался. В этом спортзале мы очень много проводили времени. Был досуг, инвентарь спортивный. Все было замечательное. Молодежь не шлялась по улицам. Чудовищно дорогой и долгий ремонт не решил проблему спортзала. Неужели его будут ремонтировать еще 8 лет? После перемен, вы как сами видите, устроили опять какую-то показуху. Приехали большие начальники. Объекты сдали, а ремонта не доделали. Это как у нас во всей России. Приезжает большой начальник, кладут асфальт. Начальник уезжает, асфальт забирает, убирает. Приехал Сдунов, его заклеили просто. А если вот сейчас нам пройти бы туда внутрь, там вообще ничего нет. Получилось, что местное начальство, забывшее о спортзале, пошло по самому легкому пути. Когда-то такой путь называли Потемкинской деревней. Но почему глава республики решил им подыграть? Ведь о проблеме со спортивным объектом стало известно не вчера. Он мог бы задать вопрос, поставить на вид. Но промолчал. Хотя маленькая ложь рождает, как известно, большое недоверие. В данном случае недоверие к власти. Люди просто уже никому ничему не верят. Они смеются. А смеются они от безысходности. Просто потому что ничего не меняется, вообще ничего не меняется. Во всех органах власти люди заврались. Нам нужна правда, чтобы говорили правду, чтобы своими поступками, действиями это доказывали. К сожалению, это уже не первый случай, когда республиканское начальство выступает только в роли свадебных генералов, перерезающих ленточки, и при этом игнорирующих болезненные проблемы. Получается, обмануть их нетрудно. Они и сами рады быть обманутыми.